Здравствуйте! Я Козлова Валентина Аркадьевна, главный библиограф отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской Республики, представляю свой доклад «Документы о Сибирском тракте как объект библиографирования». Сибирский тракт – один из значительнейших памятников в истории России, отражающий ее жизнь на протяжении нескольких веков. Он простирался по центральной части территории России, соединял непосредственно запад и восток, а через систему периферийных дорог – север и юг. Национальная библиотека Удмуртской Республики подготовила в 2020 году библиографический указатель на Сибирском тракте, который посвящен истории одной из самых длинных дорог в России – Сибирскому тракту. Издание представляет свой список основных документов, посвященных Сибирскому тракту, проходившему по территории России и Удмуртской Республики. Цель указателя – представить историю Сибирского тракта, отражение темы в литературе. В пособие включены описания книг, статьи из книг, периодических изданий, газет, журналов, сборников, иллюстративный материал, открытки на русском, удмуртском языках, независимо от года издания. Указатель создан на основе фондов Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Основными источниками выявления документов послужили электронный каталог Национальной библиотеки Удмуртской Республики и сводный краеведческий каталог библиотек Удмуртской Республики, а также частично интернет-ресурсы. Издания, отсутствующие в библиотеке, отмечены звездочкой. Библиографические записи могут иметь ссылки на Национальную электронную библиотеку Удмуртской Республики, где можно ознакомиться с полным текстом соответствующих документов. Библиографические описания составлены согласно ГОСТ 7.0.100/2018, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. В описаниях применяются сокращения в соответствии с ГОСТ 7.0.12/2011, библиографическая запись, сокращение слов и словосочетаний на русском языке, общие требования и правила. В фонде Национальной библиотеки Удмуртской Республики находятся созданный в 1997 году справочным библиографическим отделом Глазовской центральной районной библиотеки библиографический указатель литературы «Государева дорога к 200-летию Сибирского тракта». Пособие отражает статьи из периодических изданий книг, куда вошли публикации с 1954 по 1997 годы и объединяет разделы из истории, кандальный путь, современное состояние тракта и его возрождение, Сибирский тракт в художественной литературе. Материал в разделах располагается в обратно-хронологическом порядке. Литература по этой теме отражена в библиографическом указателе «Удмурты. История, этнография, археология», подготовленном Национальной библиотекой Удмуртской Республики в 2006 году. Советский энциклопедический словарь дает следующее определение тракта. Тракт в России грунтовая дорога, соединяющая важные населенные пункты, имела станции, постоялые дворы и верстовые столбы. По тракту шли регулярные перевозки пассажиров, грузов и почты. Почтовые тракты с почтовыми станциями. С XIX века тракты с твердым покрытием назывались шоссе. В указателе на Сибирском тракте представлено чуть больше 300 записей. Издание состоит из 7 основных разделов. Это Сибирский тракт, передвижение по тракту, населенные пункты вдоль Сибирского тракта, Сибирский тракт в художественной литературе и искусстве, музеи, этапные здания, музейная проектная выставочная деятельность, памятники истории и культуры в населенных пунктах по Сибирскому тракту, туристические маршруты, Удмуртия. В каждом разделе и подразделе сначала идут описания книг на русском и удмуртском языках, затем статьи. И книги и статьи расположены в алфавитном порядке, авторы без заглавий. Большая часть описаний содержит справочные аннотации. В конце каждого раздела помещен перечень ссылок, порядковые номера публикаций, включенных в другие разделы указателя, но также соответствующих теме. Сибирский тракт складывался на протяжении веков, начиная с XVI. В XVIII-XIX веках эта дорога являлась основным почтовым, торговым и кандальным путем России. В 60-80-х годах XVIII века начинается ее первая большая перестройка. По указу Екатерины II 1775 года учреждения о губерниях 20 губерний были разукрупнены, и число их увеличилось до 50. Все губернские центры между собой были соединены трактами межгубернского значения. Соответственно, Вятка-Пермь, Вятка-Казань, Казань-Пермь. Вятско-Пермский тракт по территории современной Удмуртии пролегал через населенные пункты Елова,
Яр, Глазов, Болезино, Полом, Дебесы. От Казани, например, дорога шла через Ягул, Ирюк, несколько севернее Малмыжа, Ганьба, Кельмес, Сюмси, Салты, Игра, Зура, Дебесы. В 1783 году вышел новый указ Екатерины II о трактовом сообщении Санкт-Петербурга с Вяткой. Через 14 лет Санкт-Петербургский почтовый тракт, соединившись благодаря Вятско-Пермскому тракту с основной сибирской дорогой в селе Дебесы, вступил в строй, и столица напрямую была связана с Сибирью. В 80-90-х годах XVIII века окончательно сложились две ветки сибирского тракта. На севере Петербургско-Вологодская, на юге Московско-Казанская, которые, соединившись в одном удмуртском селе Дебесах, превращались в одну дорогу до Сибири, так называемый Большой Сибирский тракт. В первом разделе «Сибирский тракт» указателя на Сибирском тракте представлены документы об истории тракта, его строительстве и эксплуатации в России, об удмуртском участке дороги. В 1817 году указом царя Александра I были утверждены новые правила об устройстве почтовых трактов. Под дорогу отводилась полоса шириной в 30 сажений. Из них непосредственно под проезжую часть оставляли 8-10 сажений. По 5 сажений по обе стороны проезжей части предназначалось для канав и придорожных березовых аллей. Остаток полосы также с обеих сторон предполагалось использовать для прогона скота. Березовые аллеи, состоящие из двух рядов посадки, ставили для защиты дорог от снежных заносов в зимнее время. Каждому крестьянскому хозяйству при трактовых деревень был дан урок посадить на придорожной полосе по нескольку берез и следить их за выживанием. Документы второго раздела передвижения по тракту рассказывают об открытии почтового сообщения в России, становлении государственной почтовой связи в Вятской губернии, почтовом движении по Сибирскому тракту, об этапном пути политических ссыльных, приезжавших по Удмуртии, а также декабристов. В XVIII веке ямские станции устанавливались на государственной дороге в виде выкопанных ям, землянок, в которых постоянно находился запас продовольствия для ямщиков, фуража для лошадей и имелось все необходимое для ямской гоньбы. Ямщики же и следили за исправным выполнением ямской повинности, налагаемой на жителей придорожных селений. Со временем на месте землянок появились ямские избы, заимки, дома для отдыха проезжающих, амбары, сеновалы, конюшни. А расстояние между ними было в пределах 20-25 километров. По мере углубления кризиса крепостнической системы в России начинает развертываться освободительное движение. Царское правительство избавлялось от всех инакомыслящих, отправляя их в далекую Сибирь в ссылку на каторгу на поселение. По Сибирскому тракту прошли тысячи арестантских партий, политических заключенных, уголовников, беглых, крепостных, переселенцев и так далее. В разное время по Сибирскому тракту в Сибирь проследовали Радищев, декабристы, Герцен, Чернышевский и многие другие. Через Удмуртский край по Сибирскому тракту проследовали и путешественники-ученые Пржевальский, Семенов-Тяньшанский, Лепехин. Историю населенных пунктов на Сибирском тракте раскрывает материал, расположенный в 3 разделе «Населенные пункты вдоль Сибирского тракта». В 4 разделе «Сибирский тракт в художественной литературе и искусстве» представлены художественные произведения, иллюстративный материал. 5 раздел «Музеи». Этапные здания, музейная выставочная проектная деятельность посвящен музеям на Сибирском тракте, их деятельности, а также проектной и выставочной деятельности. В 6 разделе собраны документы о памятнике истории и культуры в населенных пунктах по Сибирскому тракту. Туристический маршрут Удмуртия, последний 7 раздел, рассказывает о туристических программах и турах, связанных с темой Сибирского тракта. Данное пособие снабжено вспомогательными указателями, именным, содержит алфавитный перечень авторов, составителей, переводчиков, редакторов, художников и других персоналей и географическим, которые помогут ориентироваться по изданию. Сибирский тракт, как тракт всероссийского значения, сыграл всеобъемлющую роль административного, торгового, почтового назначения на протяжении XVI, XVII, XVIII и первой половины XIX века. Его функциональная роль ограничилась после того, как прочно установилось пароходное движение в 40-е годы XIX века и были проложены железные дороги в 70-80-е годы XIX века, соединившие центральные районы России с Сибирью. Постепенно во второй половине XIX века тракт разделился на ряд дорог, имевших уже региональное значение. Спасибо за внимание.